На часах 10 утра, значит, время для супергеройских целей уже наступило. Дистанция в 1,5 метра, бахилы и антисептик на входе. И только после этих нехитрых манипуляций регистрация. Путь донора от регистратуры до зала сдачи для кого-то из этих ребят давно стал привычным. Ну а кто-то, например, Хамзат Богатурев, поделиться своей кровью решил впервые. Не сдавал раньше кровь, да, я, конечно, волнуюсь, но это все пройдет, и мы в дальнейшем будем давать кровь и помогать нашим гражданам. Анализы сданы, анкеты заполнены, ответы на интересующие вопросы получены. А значит, уже ничто не мешает сесть в донорское кресло. Вопреки расхожим мифам, процедура эта абсолютно безболезненная. Многие уже успели убедиться в этом лично. Кровь даю я в первый раз. Услышал, что в республике крови не хватает. Как активист молодой гвардии решил принять участие. Надеюсь, помощь будет действенной. Ну, я уколы с детства не любил, честно сказать. Ну, так нормально. Нет, все в порядке. Жизненно важная миссия. На просьбу врачей откликнулись десятки человек, в том числе и активисты молодой гвардии. По словам медиков, каждый из них может спасти до 3 человек. Можно сказать, что на счету Марата Азеева уже 9 спасенных. Цифры впечатляющие, особенно когда это касается жизни человека. 6-7 лет назад это была такая мобильная группа, она брала кровь. Я сдал кровь, почувствовал, что в этом нет ничего сложного. А через какое-то время мне пришло сообщение о том, что поздравляем, вы стали донором. И это сообщение сделало мне так приятно, прям, можно сказать, растопило мое сердце. И я решил периодически сдавать кровь. После этого какое-то время я находился вне региона. Ну вот, когда я приехал и снова вернулся домой, я сразу же сдал кровь. Вот сейчас сдаю уже повторно. Откликнуться на беду и спасти чью-то жизнь. Каждому 3-му жителю Земли хоть раз требуется переливание. Потребность в обычной крови растет с каждым днем. Нет, коронавирус не обескровил донорскую службу, но активность тех, кто ее сдает, упала из-за эпидемии, сетуют врачи. В период пандемии мы столкнулись с проблемой нехватки доноров, соответственно, и нехватки самих донорских компонентов. Я уже приводила пример, что на прошлой неделе мы впервые за много-много-много лет остались, в принципе, практически без доноров. Мы провели работу, привлекли фонды, привлекли такие общественные организации, более активных ребят, кто нам и ранее помогал. Но и вчера, и сегодня у нас, в принципе, и в субботу у нас было очень достаточно активно, к нам пришли доноры. И доноры это из числа и самих родственников больных, и приглашенные нами доноры. По данным Минздрава, ежегодно в нашей стране делится своей кровью более 1 миллиона человек. Но врачи напоминают, сдавая ее, мы не только спасаем чужие жизни, но и в какой-то мере собственные тоже. Для здорового организма это идет обновление крови, это идет стимуляция иммунитета. Ну, соответственно, это, наверное, еще и ощущение после донации крови, что он сдал кровь, что он может спасти чью-то жизнь. А спасти жизнь – это не просто пафосные слова, это реально так, потому что люди, которые нуждаются в компонентах крови, для них невозможно ничего придумать, для них нет лекарств, для них нет препаратов, которые заменят эти компоненты крови. Я обращаюсь к тем, кто может к нам прийти, кто здоров, кто не имеет контакта с приезжими, кто не имеет контакта с больными вирусной инфекцией, чтобы пришли к нам. Ну вот, несложный путь супергероя пройден. Теперь можно и подкрепиться. Приятный бонус в виде крепкого чая, кофе и шоколада. На станции переливания всегда найдется. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.